Телекомпания «Комигор» представляет новый телевизионный проект под названием «Вопреки всему». Героями передачи станут люди с необычной, порой трудной судьбой. Но вопреки всему они не пасуют перед сложными обстоятельствами, не теряют присутствие духа, живут насыщенной, яркой жизнью. Согласитесь, трудно поверить, что через несколько дней Василию Николаевичу Михайлову исполнится 80 лет. Мы встретились с ним в квартире, где он живет со своей любимой женщиной Валентиной Михайловной Коноваловой накануне его юбилея. Чествование юбиляра пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми, где Михайлов работает вот уже 45 лет. 80-летний артист будет играть в оперете Иоганна Штрауса «Летучая мышь», спектакля, который выбран для его бенефиса. А между тем, жизненный путь Василия Михайлова отнюдь не был услан розами. Не раз он мог погибнуть, но вопреки всему остался жив. В 1941 году, когда Василию было всего 17 лет, он оказался на территории, оккупированной фашистами. Вместе с мамой и младшим братом он пытался уйти из своего родного Гомеля, но не смог. Трудно сейчас представить, что тогда, в первые месяцы войны, творилось в Белоруссии. В том хаосе невозможно было разобраться даже военным, а не то что мирным жителям. Однажды Василий оказался в плену у фашистов, но чудом ему удалось выйти на свободу. Вот как об этом вспоминает сам Василий Николаевич. Нас поселили в какой-то двор. А перед этим я видел, как немцы шли, наступая на какой-то перелесок, так рядами целыми, да. А оказалось, это они наступали, а оказалось, что наши бросили батальон сопротивления немцам. И они, значит, там много, наверное, погибли в перестрелке. Короче говоря, я и увидел результат этого нашего наступления, когда у нас во дворе лежал лейтенант с простреленными 2 ногами, стонал. Один с оторванной рукой, другой с оторванной ногой. Там, в общем, такое вот состояние было ужасное. И это мы пережили. Ну, помощи никакой не было, никто нас не спасал, ничего во дворе. А делать, не знаю, куда даже нас поведут эти немцы. К вечеру, значит, выстроили колонну, человек так 3000, наверное. И мы пошли пешком. Шли мы так часов 5, наверное, с вечера. Ну, в общем, часа в 3 куда-то мы пришли под какие-то такие крыши без всяких строений. И там уже полно было пленных, там полно, и мы пристроились, потому что захотелось спать, вот, и задремали как-то. Я проснулся часов в 5 или в 6, не знаю. Смотрю, горит костер, уже солнце светит. Солдаты наши такие, кто способен на какой-то прожиточный уровень, где-то накопали картошки, уже в ведрах что-то варят, туда-сюда. Я вижу такую ситуацию, ну как можно? Спасаться надо. И не знаю, откуда мысль возникла. Паспорта-то у нас есть. Я, значит, собираю своих ребят, иду к воротам и обращаюсь к немцу, который стоял у ворот. Я говорю, мы гражданские, их как там по-немецки, их бенцевиль, но я есть гражданский. Вот. Diese mein паспорт. Мои друзья тоже с паспортами. И, значит, я беру у одного, другого, ну, 3 паспорта. Он так смотрел на нас туда-сюда, посмотрел еще раз. Он такой здоровый, высокий блондин. Вот. И говорит, век. А век это значит вон, пошли вон, пошли. Мы открыли ворота, и мы ушли. Из такой беды мы ушли. Еще до войны Василий Михайлов танцевал в ансамбле при Доме культуры железнодорожников в Гомеле. В 1940 году
Он даже выступал в Москве во время Дней культуры Беларуси на сцене Большого театра, где присутствовали тогдашние члены правительства Ворошилов, Молотов, Жданов и Сталин. Через много лет он снова увидит звезды Кремля, но уже при трагических обстоятельствах жизни, как заключенный. Но тогда 16-летний юноша не мог предвидеть такого поворота судьбы. А во время войны его умение танцевать помогло выжить, дало возможность зарабатывать на кусок хлеба. Организовали группу такая, там были певцы, мы там танцевали, потом квартет был девочек. И выезжали вокруг Гомеля по каким-то селам, потом по некоторым даже городам, например, там рядом с Гомелем речица есть, мы туда ездили. Вот. А кто были вашими зрителями? А зрители были граждане, пока граждане, те, которые мирные жители, да. Потом нас под свое крыло немцы взяли, у них тоже был отдел какой-то пропаганды, вот. И там был какой-то там офицер, я даже не знаю, строгий, вот. И нас порекомендовали или нам заставили, даже не помню, как это, я не вникал в эти организационные вопросы. Мы танцевали в Солдатенгаем, это солдатское кино. Там, это бывший клуб железнодорожников, где кино было, и да, не осталось целое, не разрушенное. И поэтому там можно было, так сказать, транслировать кино, немецкое кино для солдат. Но перед этим нам давали возможность выступить. Опять были 4 певицы, был аккомпаниатор, балалайчник, был на баяне играл, и мы танцевали яблочко. Костюмы у нас были такие голубого цвета брюки и матроски. Ничего, больше ничего не делали. Так это ничего такого, ни антисоветского не было. Нормальное яблочко, наше русское яблочко. И вот чететка. Стержнем жизни для Михайлова стал танец. Это был способ его физического и духовного выживания. Сначала был Могилев, Минск, где его сценической площадкой стали немецкие госпитали, а зрителями раненые солдаты. Затем Берлин, где он танцевал перед остарбайтерами, восточными рабочими, угнанными в Германию, а также перед бывшими белыми генералами и гитлеровскими солдатами и офицерами. Причем, по словам Василия Николаевича, немцам нравилось русское народное искусство. А вот что самое страшное было во время войны? А знаете, мы были молоды, и ничего я не боялся. Единственное, страшно, когда бомбят. Тут бомбили, мы, алярм, да, тревога. Мы побежали все в метро. Там рядом с этим нашим домом, через улицу, через улицу, ну, близко, Штетинер-Банхов. А там вниз спускаешься, и как метро в нашем московском. Вот. И вот бомбежка идет. А потом ничего, тихо. Мы вышли на улицу, она так человек 5 или 6 стояла. Ну, это рот, смотрим, а когда идет это громадное, по 24, по 30 самолетов летит, они и начали бомбить этот Шлезище-Банхов, это рядом, километра 2 или 3. Вот. А как очутилось, что начало падать бомбы. А мы стояли на улице. И мы скорее в этот проход, где пробирают эти контрамарки или что там билеты, мы друг на друга попадали, а тут с одной стороны такая каменная стеночка из друзги, стеночка. И вот мы друг на друга легли, а там так раз, 2, 3, 4, 5, это бомбы летят, так хлопают. Да. И вот 7-я хлопнула, а это рядом, я когда вышел, думал, что это уже нас должно, и так вот 8-й не было. А это 8-я, если бы была бомба, это было прямо у нас. Этот самый, то место, где мы прятались. Потому что это было где-то метров 5 от стенки входа. Ну, такая ситуация была. Господи. После окончания войны Василий Михайлов еще несколько лет работал в Веймаре, где дислоцировались советские войска. В Доме офицеров на его концертах бывал и Дмитрий Устинов, впоследствии ставший министром обороны СССР.
Но неумолимый рок послал Василию Николаевичу тяжкое испытание. Он был арестован и отправлен в Коми-край, печально известный как один из самых больших островов архипелага ГУЛАГ, где невинно страдали сотни тысяч наших соотечественников. Моя судьба такая заковыристая. Я когда был в Германии, ну я такой человек, люблю интересоваться. Я люблю футбол, люблю пойти на какие-то мероприятия. Вот встретиться хотелось с белоиммигрантами. Однажды в гости пригласили. Вот. Второй раз уже была встреча, уже было лето, были на маевках в Потсдаме. Они собирались. Причина сначала я не знал, а оказывается, это были члены НТСНП, Национальный трудовой союз нового поколения. Такая там организация была. Они стремились против большевизма. А за это, что я был знаком с этими, когда я приехал в Гомель, меня арестовали. Сказали, что я был в организации, что я с беломигрантами встречался, и я изменник Родины, и туда-сюда. И дали мне полную катушку 25,5. 25 лет лагерей и 5 лет без поражения права. Да. Вот за это только. Ну, то я не знаю, вот просто, ну, что приезжаешь... Виновным не признали? Нет, я на суде не признал, потому что вы виновны признаете? Нет, я говорю, никак. От чего я виновен? Ну, следователь там наковырял что-то такое на допросах. Он же такой был жестокий, майор Степанов был такой, Николай. Потом его, кажется, расстреляли, не знаю. Но он добивался своего. Жили, значит, на допросы выводили 3 часа ночи, так час. Это такое страшное вот состояние. Только приведут тебе с допроса, а тут уже подъем. И так вот. А днем спать нельзя? А днем спать нельзя. Там он ходит и вот это очко посмотрит, так это, как только спишь, стучит. Вот. То есть фактически пытка сном была? Пытка сном. Я как-то на допросе не послушался, не добился. Он от меня никакого результата. Он меня посадил в карцер. Я в карцере сидел 3 дня. Пол кафельный, ничего больше нет, ничего абсолютно. Вот. И бросали матрас на ночь. Больше ничего. Я только смотрел на этот козырек, окошко. И так рад был, когда там воробей сядет. Думаю, счастливец. Ну хорошо, может прилететь, улететь. А ты сиди. Нас привели после суда в камеру какую-то, где ни одного окошка нет, а только дырки, так вот, какие-то ямки под потолком. А мы столиком вдвоем только. Это мы думаем, ну все, расстрел. Потому что такие вот без окошек, это только когда на расстрел привозят. Но нет, нам дали собираться на этап, там дали селедку, там что-то еще, и в Москву привезли. Привезли в Москву, а там большие камеры. В Бутырке я был. Нас ввели в помещение, оно такое большое, метров 50, что ли, это, может быть, меньше, может, нет, наверное, меньше. Пол этот снизу, вверху норы, тут снизу, ну тут норы. И мы, значит, посидели, ну что, скучаться, и как-то кто-то нас там попросил станцевать, потому что уже пошел слух, что прошли танцоры. А тут расстояние так хорошее между этими. Мы станцевали вальщичетку, яблочко станцевали, ну и мы тут уже стали желанными гостями в этой камере. А потом на этап уже стали перебрасывать. Из Бутырки нам дали там бумажные жилеты, чтобы не замерзнуть в вагоне. Ну, конвой был Вологодский. Когда увидели собаки по обе стороны, и эти самые до вагонов пройти было не тут. Я голову поднял наверх, а там звезды наши красные. Думаю, вот, счастье. Кремлевские, да. 23 февраля, как сейчас помню. Вот посадили этот вагон и гоняли до самой Печоры, с одной стороны в другую. Остановка! С правой стороны налево, раз, бежим, он считает, налево, направо, раз, тут мы тут. И в туалет ходили в этом вагоне, там дырку просверлили, и все это, я не знаю, как там что-то было. А потом посадили в Столыпинские вагоны, где клетки такие железные, там набили каюты, 13 человек, мы друг на друге, Господи Боже мой, приехали в Воркуту, я еле вышел, ноги подкашиваются.
Только приезжаю на пересыльный пункт, меня вызывают. Михаил, есть? Есть. Что такое? А там ты, говорит, плясал в бутырке, наконец-то. Ну-ка, давай. Смотрю, я в барак вошел. Слух дошел, да? Слух дошел, уже пошел. Я вошел в барак, сидят. Человек так 7, 8, 9, я не знаю. Посередине смотрю, такой солидный мужик сидит, ну, это, наверное, батя, думаю. Так, воровская компания. Да. Ну-ка, давай, наверное, сбацай что-нибудь. Ты, говорит, там в бутырке танцевал. Да я говорю, партнера же нет, и я говорю, я же в таком вот шитых валенках, как я могу это самое. Тут принесли ему туфли. Принесли, а они мне не лезут. Ну я говорю, ребята, ну что делать? А я так и смеюсь. Это дохлый такой, ну ничего. Вот. Хотите, я вам спою козинскую песню «Осень прозрачное утро»? О, давай. Тут же сразу. Осень прозрачное утро, небо как будто в тумане, дали станов перламутра. Осень холодная ранее, где наша первая встреча. И вот такой спел, Аня, оу, и пошел на 40-ю. Приезжаю на 40-ю, шахту, да, она только строилась, там такой ствол делали. И опасно каждый раз. Я, ну да, показано. Вот. На 40-ю шахту пришел, я пробыл там на этих, там нас поселили в барак, ну такой, нары тоже такие вот, кто как, потому что после такой долгой переезда надо было отдохнуть. Ну, через 2 дня или через день, не помню, приходит за мной, говорит, вы, давай, Михаил, пошли. Куда? Культурно-воспитательная часть, КВЧ. Вызывает меня, там, значит, уже смотрю, это самое, разговор, там такой был Юрий Новиков, да, он из Петербурга, какого-то театра, я не знаю, что он попал, такой, ну, герой, настоящий герой театральный, такой высокий, красивый, вот. Ну и что, раз ты артист, значит, ты можешь танцевать, но ты, может быть, со мной несколько ролей сделаешь. Я говорю, какие? Давай «Медведь» чеховский поставим. Водевиль, да? Да, водевиль, да. Я говорю, давайте попробуем. Я сказал, ну попробовали, получилось. Предложение чеховское, получилось. Ложки, как там, ложки, есть как-то спор идет. Чьи ложки, это предложение. Потом мы юбилей поставили еще, потом «Чужой ребенок» Шкваркина, потом «Поздняя любовь». То есть в данном случае вы выступали я уже драматического актера. Да, я женские роли играл. Я сам себе шил парик, сам сделал там туфельки босоножки. Короче говоря, вошел в такую хорошую сферу, на работу меня вообще не брали. Скажите, кто был самый благодарный зритель у вас? Ой. Знаете, за мою жизнь, вот эту актерскую, почему-то у меня всегда было благодарны, все были благодарны. Самое я даже не могу определить. Но в лагере было это вообще успех. Я говорю, что нельзя даже хвалиться. Я даже получал такое удовольствие, когда удовольствие не очень большое, когда один сученный вор, да, он сученный, это что-то есть вор, есть суки, да, вот. Он просил меня научить бацать, а он работал на кухне. Он говорит, приходи, я тебя накормлю. А у него это бацать никак не получалось. Это надо вот сделать, а он мне как, ну как это вот? Ну не получается у него. Да, а ты четко херует. Но он такой вот признательный. Приду к нему, он миску манной каши вносит. А я говорю, что мне манную кашу? Он говорит, ты поверни, там треска лежит. И там 2-3 куска трески. Мне благодарен даже был один, который вот рассказывал, который собирал сначала похлебку разную со всех столов. Он потом поправился и работал в обжарочном цехе. Да? Котлетки делал. Котлетки, конечно, маленькие такие. Вот. А я, Вася, приходи. Я прихожу, заходи. И я говорю, только что поджарил, они хорошие. Берет противень, ставит передо мной, ешь сколько хочешь. Ну, я что, 3-4 съем, что я все съем, разве? Вот так вот ко мне относился народ. И, например, как меня принимали, это самое. Я приезжаю в лагерь, Вася, иди сюда, сейчас бутылочку организуем. Я так вот попадал в такие вещи, когда уже не танцевать не могу ничего. Да ты что, не пьешь?
Ну, глоточка 2-3 выпьешь, а вы хотите же танцевать надо. Я говорю, да я ж не могу, ребята. Ну, кругом вот такое было состояние хорошее. В 1989 году Михайлова реабилитировали. Сразу после освобождения из лагеря в 1955-м Василий Николаевич уехал на родину, но после безуспешных попыток найти работу в Белоруссии вернулся в Коми. Несколько лет он работал в ансамбле песни и танца Коми АССР. Смотрю, тут организуется театр. А я еще у них как-то побыл и решил, думаю, а что я буду здесь в этом ансамбле? Пойду попробую в оперету. Я страшно любил оперету. В 1938-1939 году к нам приезжала Борисовская лето, ну, белорусская оперета, и там был такой и «Розмари», и «Свадьба в Малиновке», и «Голубые скалы». И, ну, в общем, короче, я все это пересмотрел, потому что я тогда занимался в танцевальном коллективе, а нас отпускали немножко раньше, и мы сразу через двери туда, в зал, смотрели, удовольствие получали. Ну, вот это, я потом посчитал, что для меня оперета – это главный стержень жизни, кроме балета. И когда я узнал, что меня приняли, а я пошел слушаться, я станцевал им, сказал балетмейстер Выховский, сказал, нормально берем. А что вы еще можете? Я говорю, петь могу. Как? Вы можете петь? Да, а ну спойте. Ну вот я спел по-украински песню «Дивлюся на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не летаю?» И беремся. Было это в 1959 году. С тех пор Василий Михайлов в театре. Им сыграно более 100 ролей. Свою актерскую деятельность он совмещает с работой помощника режиссера. Его ценят и уважают коллеги, любят зрители.
Разрешите доложить? Докладывай. Арестованный Айзенштейн из 15-й камеры требует, чтобы ему немедленно прислали какого-нибудь адвоката. Здесь недалеко за углом. Разрешите, я сбегаю. Подождет, не развалится. С минуты на минуту здесь должен появиться господин директор. Директор? Стой. Директор. Ах, иди сюда. Директор. А ну-ка, дайте мне подальше немножко. Так. Стой. Теперь тяни носом. Только щипче тяни. И как только почувствуешь, сразу остановись. Ну-ка, стоп, еще чуть дальше. Так, хорошо. Так, директор здесь. Ну, Что ну? Ну, пахнет от меня чем-нибудь или нет? Не чувствую. А может быть у тебя нас? Никак нет. Никак нет? Тогда чуть-чуть подвигайся. Так, хорошо. Ну, почувствовал? Почувствовал. Не почувствовал. Зависть. Зависть.